Замело дворы и дороги этой зимой во всем Ленском районе. Если в небольших населенных пунктах проблема с уборкой снежного покрова встала остро, порой сопряжена с вопросом жизни и смерти, как в отдаленных заречных селах, к примеру, Ярославском, куда и откуда в начале января было не выбраться. Люди не могли выехать в райцентр, даже в больницу. Дорогу заметало тут же, вслед за вперед идущей тяжелой техникой. Немало сложностей испытали и жители поселка Нюя из-за переметенных улиц и нерасторопности подрядчика, обслуживающего дороги. Что же касается ленчан, им повезло больше. Скажите, как у нас нынче чистят тротуары и дороги? В этом году замечательно. Чисто, ходить удобно. Чистят и тротуары, и дороги. Ходить и ездить приятно. Ну, вообще-то желательно лучше, конечно, но смотрю, чистят все-таки. Раньше хуже было. По городу, по центральной вообще хорошо. И снег вывозят, как говорится. Нигде на брюхе не висим. Вообще нормально все. Но я говорю, вот еще желательно, что по улицам страшновато стало. А сейчас проваливаться будем, еще хуже будет. Вы имеете в виду прилегающие, которые через... Да, прилегающие в этой улице все. Вот. А так-то в среднем нормально. Нынче осадков же много еще было, да? Так вот осадков, так я говорю, нынче они работают очень хорошо, дорожники, что говорить на эту тему. Центральную часть города обслуживает подрядная организация «Общество с ограниченной ответственностью Техносервис». Также в ее ведении Мухтуя, микрорайоны Северный, Чанчик-1, Чанчик-2 вот уже 3 года. Спецтранспорт выходит на улицы вслед за снегопадом и метелью. И все работы проводятся в вечернее и ночное время суток, чтобы не создавать дорожного коллапса. Выходя на уборку улиц, дорожники всегда выставляют знаки или предупреждающие, или запрещающие подъезд. Но часто автолюбители стремятся проехать именно там, где работает тяжелая техника. Спецтехника оборудована в соответствии со всеми современными стандартами. На крыше установлен проблесковый маячок, который сообщает автомобилистам, что ведутся дорожные работы. А внутри фронтального погрузчика установлена камера. У такой техники имеется слепая зона, и водитель не может видеть, что происходит сзади. Экран монитора облегчает работу. Мороз и солнце – день далеко не чудесный для спецтранспорта, который не предназначен для северного климата. На холоде, говоря языком автомехаников, летят ножи, и гидравлика не выдерживает. Даже у самой современной иностранной техники. В этом году основной подрядчик по уборке снега с улиц Ленска, предприятие «Техносервис», приобрели таковую. Практически вся уже прошла обкатку. Пришла новая техника, вот фронтальные погрузчики вот, с бульдозерными отвалами и погрузчики с ковшами для погрузки снежных масс, для вскрытия дорожного полотна от наледи и так далее. Пришли лапочно-ленточные погрузчики для уборки с середин снега, который достается с обочин, с тротуаров и так далее. Вот можете видеть, сзади меня стоит фронтальный погрузчик с бульдозерным отвалом. Дальше пройдем, покажу вам лапочные погрузчики и погрузчики, которые пришли для погрузки снежных масс. В 2021 году был заключен новый контракт, правда, всего на год. Но компания подошла основательно для дальнейшего сотрудничества, приобретя новую технику. Всего в автопарке Техносервиса 12 единиц спецтранспорта. Помимо основной работы уборки улиц, дорожники зимой занимались сбором нового снегоуборочного транспорта. А погода как раз позволила это сделать спокойно. Ведь нынешняя зима выдалась не только снежной, но и морозной. А железо не люди, не выдерживает низких температур. Технику можно эксплуатировать только до минус 37 градусов. Но к холодам дорожники подготовились заблаговременно. Накануне морозов они убрали снег с улиц города, а как только столбик термометра поднялся до отметки минус 37 градусов, вывезли снежные массы. В этом году мы столкнулись с большим количеством осадков, во-первых. Во-вторых, с низкими температурами, которые не позволяют нам своевременно в кратчайшие сроки убрать и вывести снег. В новый контракт вошла и ручная работа – это уборка вдоль ограждений. Теперь на улицах города можно часто увидеть дорожников в фирменной одежде со светоотражающими элементами, лихо орудующих лопатами. У нас включили в перечень ручную уборку бордюрного камня, это бордюров вдоль дороги и так далее, и безопасное ограждение для пешеходов. Это все убирается вручную, людьми, лопатами, под метелочку выметается и снег вывозится. Вот также у нас нововведение в этом году было, это вот архитектурный объект, вот также убирался ручной работой, так как техника повредит
строения и так далее. Как бы очистили. Вот в этом году такие вот работы, новшества ввели. Основные объемы уборки улиц у компании «Техносервис», но такие дальние микрорайоны, как Алроса, Разведчик и Ханайдах, обслуживает индивидуальный предприниматель Петр Бардаков. Он признается, что эта зима заставила попотеть. Вот такой вот оксюморон. В этом году, конечно, пурга нам дала прикурить, как бы все надеялись, что будет поменьше, проходили, как бы дорогу проходишь, назад возвращайся, ее надо же чистить, как бы назад, да. На Хапчегайке улица студенная, там вот за металлом, я говорю, 2 трактора пробивали, наверное, 8 раз проходили, как бы туда-назад, и на второй день снова пришлось ее, как бы, прочищать. В световой период снегоуборочная техника идет на прилегающие улицы, где меньше автотранспорта, и выходит на очистку тротуаров в тех местах, где нет большого скопления народа. Но некоторые жители частного сектора с недовольством отнеслись к появлению снегоуборочной техники на улицах. Ведь после ее прохождения снежная обровка осталась вдоль заборов и ограждений личных придомовых территорий. Уборка и вывоз снега с которых ложится на плечи собственников. У нас претензии к тому, что по очистке улицы. Но насколько мы знаем, наша администрация даже не заключила договор на очистку этих улиц. А вот и как там вот теперь вот так вот посмотрите, как там этот снег очищать? У нас прошли, просто пробили эту дорогу. А у нас же во дворах тоже после этих метелей наметает все. И чтобы это все вывести, вот куда нам вывести, если вот такие у нас стоят такие бровки? Грейдера прошли, они что, нам нагребли опять? То, что мы очищали около ворот, они нагребли там и все. Многие ленчане, возможно, обращают внимание на большое количество куч снега. Но мало кто знает, что дорожная служба, согласно контракту, вывозит только снег, собранный с улиц. А вдоль зданий, учреждений, организаций соцобъектов и объектов торговли уборкой и вывозом снега обязаны заниматься юрлица, кому принадлежат эти здания. Мы сталкиваемся вот с улицами, да, это вот частный сектор, это магазины, это, получается, как сказать, грубо говоря, чистим дороги, и получается, дороги у нас 6 метров, да, как положено. Все магазины, получается, складируют кучи вдоль обочин, вдоль парковок своих и так далее. Мы проходим, вычищаем дорогу, остаются, можно сказать, бордюры, въезды на парковки и так далее. Не получается срезать эти бордюры, чтобы не почистить магазинам парковки. Но мы не обязаны чистить ни кучи их, мы не обязаны чистить ни парковки магазинов. Каждый магазин, каждый предприниматель оказывает свою услугу. Будьте добры, почистите парковки для жителей, чтобы подъехали к вашим магазинам. Не срезают бордюры на подъездных путях, да еще и многие предприниматели, не желая нести затраты по уборке прилегающей территории, сгребают свой снег в кучи к дорожникам. Сугробы возвышаются только возле объектов предприятий, организаций торговли. И это зона ответственности собственников, а контроль за исполнением падает на плечи административной комиссии. Все организации, учреждения, предприятия, все формы собственности, согласно правилам благоустройства муниципального образования города Ленск, а также по правилам поселений, обязаны очищать территорию, общую территорию, подходы, различные там тротуары и так далее возле своих магазинов в соответствии, с правилами благоустройства. И после этого, вывозить этот снег. Именно административная комиссия наделена полномочиями проводить рейды, выписывать предупреждения, а также назначать штрафы за несвоевременную уборку территорий. В данный момент на перекрестке улиц Пролетарской и Дзержинского, где один из кварталов, так будем говорить, что занесен снегом, проводим рейд. В ходе рейдов, мы, в частности, 19 числа проводили рейд совместно, со специалистом торговли муниципального образования город Ленск, где провели по Пролетарской и Дзержинского мероприятия, так с вручением предписаний. Предписание было указано об уборке снега до 28 февраля. После 28 февраля мы проводим контрольный рейд. Кроме того, сейчас мы, если обратим внимание, что также убирается снег из крыш, который также, в общем-то, образовывается в куче. Обвинить подрядчика в ненадлежащем качестве исполнения своих обязанностей не выйдет. Каждая единица транспорта снабжена аппаратурой видеофиксации. И всю свою работу дорожники снимают для отчета перед гражданами. На страницах городского сайта в Инстаграм можно непосредственно наблюдать за работой подрядчиков, а также в соцгруппах мессенджера WhatsApp. Там постоянно предоставляются фото и видеоотчеты.
А сейчас мы отправимся проверить, насколько хорошо очищены улицы города от снега. Начнем мы свою проверку с центральной улицы города Ленска, улицы Ленина, от администрации города и района. Как уже мы можем наблюдать, дорога вычищена до асфальта. При этом обратим внимание, что расчищено и вдоль самого дорожного полотна. Ну вот у нас частный сектор пошел. Тут тоже довольно-таки широкая, хорошо расчищенная улица. Ну понятно, что вдоль домов снег будет, его должны вывозить собственники сами. На сегодня уже вывезено около 50 тысяч кубов снега. В карьере, предназначенном для складирования снежных масс, выросли горы размером с трехэтажные дома. Чистый город, по дорогам которого можно беспрепятственно добраться до места назначения на автомобиле или просто прогуляться с семьей – это желание любого жителя. А работа дорожников – неотъемлемая часть механизма городской жизни, положительный результат которой не всегда отмечают, а вот его отсутствие сразу приводит к хаосу. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск.